Ко Дню Республики в Ингушетии проходят международные соревнования по парашютному спорту на точность приземления. В турнире принимают участие более 30 спортсменов-профессионалов. Каждый из них должен осуществить за 2 дня 8 прыжков. Репортаж Заремы Ивлоевой. 1, 2, 3, 4, 5. Если парашютистов в небе больше, чем птиц, значит соревнования в самом разгаре. Этот международный турнир проходит в Ингушетии в 5-й раз и посвящен дню рождения нашей республики. Любоваться именинницей с высоты птичьего полета в эти дни будут более 30 профессиональных спортсменов. Абсолютные чемпионы мира по парашютному спорту как из России, так и из 5 иностранных государств. Стафанов, город Рязань, мастер спорта. На его счету более 10 тысяч прыжков с парашютом. Но сколько бы тысяч прыжков не было за спиной спортсмена, каждый раз парашютисту, помимо хорошей погоды и физической подготовленности, необходима большая удача и, конечно, правильно собранный парашют. Процесс раскрытия где-то занимает секунду-две, то есть несколько способов укладки, допустим, есть... В зависимости от скорости падения парашютиста, парашют можно уложить, завернуть поплотнее. Если, допустим, прыжок с малой высоты производится, допустим, или малая задержка, скорость при падении небольшая, то он, наоборот, укладывается так, то есть там, допустим, есть моменты, чтобы он открылся побыстрее. Есть, наоборот, чтобы он открывался подольше, чтобы не было сильного динамического удара. За своим парашютом каждый ухаживает как всадник за скакуном. Кстати, современные изобретатели парашюта позаботились о том, чтобы в критической ситуации, когда по каким-то причинам спортсмен не сможет раскрыть парашют, система сама автоматически его раскроет, благодаря страхующему прибору. Если скорость падения до определенной высоты не поменялась, то есть парашютист находится без сознания, вот этот приборчик сам автоматически откроет парашют. Так что, в принципе, все безопасно. Занимайтесь парашютным спортом. Ждем вас в наших рядах. А пока в рядах и на уровне с прославленными покорителями неба выступает и первая ингушская команда по парашютному спорту. Ребята горды, что могут принимать на своей земле тех, на кого они равняются. И для нас большой опыт. Мы с ними наравне прыгаем, пытаемся конкурировать. И вообще обычное даже общение с ними – это для нас большой опыт, так как они за нами наблюдают и нам дают много отдельных советов, подсказок и так далее. А тем временем самолет сбрасывает очередную порцию адреналина для зрителей. Каждый парашютист в рамках 2-дневных соревнований должен совершить по 8 прыжков на точность приземления. Цель – попасть в центр синего квадрата, где установлен специальный датчик, который считывает, на сколько сантиметров промахнулся парашютист. Через пару секунд умная система выводит штрафные сантиметры на табло. Сумма прыжков суммируется, и по окончанию всех прыжков будет определена самая минимальная сумма, и тот будет являться победителем наших международных соревнований 2016 года. Женщин на этих соревнованиях слабым полом точно не назовешь. Москвичка Ольга Заварюгина прыгает с 15 лет. На ее счету более 5000 прыжков. Ольга, добрый день. Как дела ваши? Как полет? Следующей спортсменкой. Погода немножко своеобразная. Елена Локтионова, заслуженный мастер То поднимается ветер, то вдруг стихает, завихрение, турбулентность. Ландшафта не позволяет ровно, красиво, грамотно зайти технично, поэтому приходится бороться. Но это наша профессия. Через борьбу, через тернии к звездам. Лучшие из лучших станут известны сразу после завершения 2-го этапа международных соревнований. А уже завтра парашютисты попрощаются с нашей республикой, возможно, до следующего года. С удовольствием хотел бы поздравить и поздравляю всех жителей республики. Желаю процветания, побольше хороших спортсменов. Ну и всего самого лучшего, хорошего. Зарема Ивлоева, Майрбек Миржоев, Новости 24. Такой была пятница. Следите за новостями на канале Ингушетия. Спасибо за внимание. Хороших выходных. А прямо сейчас смотрите на нашем канале пресс-конференцию главы Ингушетии Юнусбека Евкурова.